2 августа в Астане состоялся семинар на тему «Сообщество единой судьбы человечества. Консенсус международного сообщества», организованный Центром по изучению Китая в партнерстве с компанией КАЗ Event. В работе семинара приняли участие видные деятели Академии Востоковедения, ученые, специализирующиеся на международных отношениях, и исследователи Китая. Их присутствие не только подчеркнуло важность обсуждаемых тем, но и обеспечило высокий уровень профессионализма в дискуссиях. Экспертные мнения и глубокие аналитические подходы участников позволили всесторонне рассмотреть вопросы глобального сотрудничества и интеграции, что, безусловно, способствует успешному проведению мероприятия и достижению его цели. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность организаторам, Центру изучения Китая. Я сегодня представляю Центр развития торговой политики «Кастрейд» при Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан. В свою очередь хотелось бы отметить высокий уровень подготовки данного мероприятия. Концепция сегодняшнего мероприятия — семинар на тему «Сообщество единой судьбы человечества». Это очень важное направление для изучения, потому что оно затрагивает очень обширные темы. Это как международные отношения, торговля, экологические, зеленая экономика. Это все необходимо для всеобщего суждения и вынос на экспертное мнение для того, чтобы проработать в дальнейшем политику, развитие дальнейших двусторонних отношений. То есть это сообщество единой судьбы, как по словам председателя КНР Си Цзиньпина, сейчас в мире, когда есть множество рас, национальностей и сообщества, необходимо консолидироваться для решения всех этих наболевших вопросов. То есть сама основная цель — это когда у тебя есть я, а у меня есть ты. И мы должны работать в этом направлении. Мы, в свою очередь, как компания, занимающаяся продвижением экспортного потенциала Казахстана, на международном уровне проводим всегда выставки, которые помогают бизнесу двух стран, и не только Китая и Казахстана, и всемирные организации, которые приезжают к нам в Казахстан, мы с ними взаимодействуем, работаем, сотрудничаем для того, чтобы продвигать культуру Казахстана, бизнес Казахстана, экономику Казахстана. Хотелось бы отметить двусторонние отношения Китая и Казахстана. Это некий эталон межгосударственных отношений. Невозможно отметить те дружественные отношения между президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Они ежегодно проводят двухсторонние встречи, проводят межгосударственные визиты. И данные встречи помогают народам двух стран сближаться. Самые важные, мне кажется, по моему мнению, достижения межгосударственных отношений между Китаем и Казахстаном — это введение безвизового режима. Лично на своем опыте я скажу, что это очень помогает в продвижении наших отечественных товаропроизводителей, отечественного бизнеса, которые едут в Китай, и спокойно, в безвизовом режиме они могут планировать свои поездки и организовывать свои бизнес-встречи. В этом плане продвижение двусторонних отношений Китая и Казахстана — это действительно для мирового сообщества некий пример, которым необходимо, я думаю, что последуют и другие страны ближнего зарубежья. Я думаю, центральноазиатские страны поддержат эту инициативу, и в дальнейшем будет только на пользу народам двух стран. Важное мероприятие состоялось, тем более в аспекте того, что сейчас руководство обеих стран, и Казахстана и Китая, предпринимает попытки вывести взаимное сотрудничество на новый уровень. Очень многоаспектная задача. Соответственно, ключевое для Казахстана всегда оставалось это экономическое сотрудничество, взаимовыгодное. Китай — основной торговый партнер Казахстана, то есть в прошлом году товарооборот превысил 40 миллиардов долларов, это большая сумма, но есть возможности для наращивания этого товарооборота и в целом инвестиций из Китая. В Китае происходят серьезные экономические реформы, они меняют стратегию экономического развития, меняется структура экономики. Я думаю, это большой шанс для Казахстана воспользоваться теми изменениями, которые происходят, и есть серьезные возможности для наращивания сотрудничества. Сейчас у нас где-то около 50 совместных проектов с Китаем, это не предел. В Китае очень много экспертизы, инвестиций. Можно направлять сейчас в новые отрасли экономики. Мы там можем занять свою нишу. Прежде всего это в сельском хозяйстве. Мы уже поставляем такие товары, но есть там определенные ниши, куда мы можем, допустим, органическое сельское хозяйство, корма и так далее. То есть очень много
возможности уйти от традиционных наших сотрудничеств. Мы всегда сотрудничаем в сырьевой сфере. Понятно, это наше преимущество, мы это получали выгоду, но сейчас есть возможности для наращивания и обрабатывающей промышленности, АПК и энергетики. У нас серьезные проблемы в энергетике, и вот Китай, у него большая экспертиза в возобновляемых источниках энергетики, в том числе в атомной промышленности и так далее. То есть возможностей для сотрудничества очень много. Международная школа «Ривьера». Вот так как у нас есть международный бакалавриат, мы сейчас кандидат на получение 3 ступеней, это PYP, MYP и DP. Мы открыты к международному сотрудничеству как с европейскими странами, так и хотим, чтобы это была Азия, в том числе и Китай. Нацелены на сотрудничество с лучшими университетами, чтобы у наших учащихся была возможность поступления в лучшие топовые университеты. То есть нас интересует коллаборации, сотрудничество именно в сфере образования. Рассматриваем как дошкольное образование, средние, младшие, старшие школы. Организаторы семинара выразили искреннюю благодарность всем партнерам и участникам семинара за активное участие и вклад в дискуссии, выразив надежду на то, что результаты мероприятия будут способствовать укреплению международного сотрудничества и продвижению концепции единой судьбы человечества.